Что ты ожидал от нас? Здравствуйте, меня зовут Денис Пешевич, я заканчивал школу, но я работать не умею. Для этого какие-то у тебя должны быть сертификаты или ты просто можешь открыть ресторан? Так и я здесь. Если бы я постучал на двери кому-то, сказал, я голодный, меня бы накормили. Сделать вкусно, но продажи не могут делать. Повар как повар – тесная профессия на всю жизнь. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. У нас очередной подкаст, где мы говорим с экспертами общепита и гостеприимства. Сегодня у нас особый гость Денис, как уже 4 года в Таджикистане, работает в ресторане Дорадо. Также Денис имеет 18-летний стаж в нашем отрасли, в ресторанном бизнесе, обучался, специальной школы проходил. Добро пожаловать, Денис. Спасибо. Расскажи чуть-чуть о себе, как ты пришел в ресторанном бизнесе, с чего ты начинал. Все начиналось из дома, конечно. Сначала начал дома готовить, потом полюбил эту профессию, конечно. А потом, когда нужно было выбирать, какую школу учиться, я решил, что буду за повара. Потом 4 года учился поваром. После школы, когда заканчивал, я увидел, что у меня практики нету. Теория есть, но практики нету. Меня посоветовали, идите в хотел работать. Там все работает то, что ты учил в школе. Ресторан – это уже другое. В ресторан приходит готов повар. А в отель можно прийти там, работать стажером, начинать все потихоньку. Я, правда, поехал в хотел и сказал, здравствуйте, меня зовут Денис Пешевич, я заканчивал школу, но я работать не умею. Могу у вас бесплатно учиться. Они сказали, вы первый, который так пришли. 6 месяцев поработал в этом отеле и потом уже решил поехать на море работать. На море я сказал, я буду помощным поваром, у меня теория была хорошая. И я очень быстро стал поваром, потом дальше су-шефом. Ты проработал в нескольких странах Европы, работал шеф-поваром, там руководил ресторанным бизнесом, также работал в Казахстане, ближайшие наши соседи. И уже 4 года ты работаешь здесь. Ты привез такую кухню, которую у нас не привыкли это видеть. Вообще я рекомендую, уникальная у него кухня. Ты думал, что ты ожидал от нас? Каких нас думал ты видеть? Бывает же первое впечатление, что в Таджикистан приезжаю. Про Таджикистан не знал вообще ничего. Чуть-чуть на интернет прочитал что-то так. Моя идея была здесь просто прийти, сделать меню и уйти. Думал, я сейчас обучу повара, сделаю меню, повары научат, и я ухожу отсюда. Я прилетел именно когда корона начала. Закрылись границы. Да, и я остался, и не так просто обучить повара. Здесь, наверное, потому что нету школы, и профессия повара или официанта – это просто профессия, пока ты студент. И потом ты дальше идешь своим, не знаю, работать где-то, или в Москву идешь работать, женишься или что-то, не знаю точно, повар как повар – тесная профессия на всю жизнь. Или если он работал в 3 ресторана повар, он уже думает, что он может быть шефом. Не знаю, я шефом стал первый раз 27 лет. Тогда почувствовал, что могу стать шеф-поваром, потому что могу с людьми разговаривать, могу кухню водить. А то, что умеешь приготовить 15 блюд, это не значит, что ты можешь стать шеф-поваром. Я, например, часто ездил за границу, я тоже уже, как мы разговаривали, сколько мы работаем в ресторанном бизнесе, у нас обычно рестораны открывают люди, те, которые, у них есть карьерный рост, они могут идти от помощника повара до владельца ресторана. Может, из-за того, что перспективы нет у нас в ресторанном бизнесе поварам, из-за этого они не могут. Просто рестораны у нас открывают те, у кого есть деньги, а не те, которые умеют это делать. Не сказал бы, что нет перспективы. Если ты стараешься, я думаю, если бы я был таджик, я бы по-любому шел в другую страну работать. Тоже старал бы се, учил, развивался и шел бы работать в других странах и стал бы поваром. Тоже таким, как и сейчас. Без разницы, откуда ты начинаешь. Просто здесь менталитет, сразу зарплата. Я зарплату не спрашивал, сколько у меня. Когда начинал, когда я увидел, что у меня шеф-повар хороший, я вообще не думал уходить с этого места. И, может быть, у меня условия были хуже, чем у других. Но я видел, что я могу научиться от него. А здесь
Здесь это не так. Если я кого-то чуть-чуть обучаю, он уже думает, все, я уже что-то научил, уходит на другое место работать. И это очень много поваров сюда ушли, которые работали, просто в один день уходят. За каких-то 100 сомон больше, понимаете? Просто аналитику, если мы делаем в Таджикистане, это, в общем, это команда больше. Вот, например, в Европе человек, открывая ресторан, он может сам приготовить, прийти сам обслуживать, и семьей они могут, и как бы люди, приходя, делают свой бизнес. Да? А у нас чуть-чуть по-другому. У нас, например, те, которые открывают рестораны, они стесняются подходить к гостям или там обслуживать. Как ты привык за эти 4 года к этому менталитету? Ну, это я уже увидел у Казахстана. И там чуть-чуть привык, что люди некоторые открывают, чтобы показали се, некоторые, которые типа хотят ресторан. У Европе это по-другому. Я работал в ресторанах, которые уже 40 лет существуют, которые традиция. Дедушка открыл, потом сын, внуки, все они держат и работают тут, все работают. Когда заходишь в такой ресторан, ты чувствуешь душу. Я думаю, чтобы ресторан работал, это самую главную душу поставить. Когда ты заходишь там и чувствуешь эту душу, атмосферу, тогда все будет наладиться. А когда просто открываешь и, не знаю, там поставишь $300 000, это бизнес, который мало приносит. Максимально 30%. И чтобы ты эти деньги вернул, тебе нужно много лет. А просто так закинуть деньги, нужно потихоньку идти. Ты работал в традиционной отрасли, вот ты рассказывал, только что ты говоришь о том, что ты работал в ресторане, который 40 лет работает и держит свою там марку, и работают, они делают свою традицию, делают свою там кухню. Когда ты сюда приехал, с чем столкнулся? Какими проблемами ты столкнулся? У тебя были какие-то проблемы там с продуктами? Или да, продукты были первые проблемы. Просто я написал, какое то меню буду делать, первый ресторан, это было Мани. Меню уже написал, а потом, когда я поехал на базар и увидел там, что есть, что нет, и что тогда была корона, с Москвы не привозилось ничего, да, увидел, что продуктов нету. И думаю, что продукты сейчас все хуже и хуже установятся. Больше помидоры не такой вкусный, как был, может быть, 3 года назад, 4. Или индустрия стала, чтобы это все быстро росло, или не знаю причину. Ну, продукты, да, здесь проблем. И не можешь всегда найти, если пользую одно масло, примерно, президент, я хочу всегда с этим работать. Его нету, бывает, нету, бывает, и все так. Нету постоянного что-то, и здесь логистика не очень, чтобы так просто все увозил, да, дорого, я понимаю. Вот мы говорили с тобой о том, что у нас проблема с сервисом, да, вот сервис у нас, например, как я ранее говорил, о том, что ресторан это не только повар, не только там администратор, не только или официант, а ресторан это у нас командная работа, все должны работать профессионально, и в то время у тебя получится. Я уже, как я ранее всегда говорю, что я уже почти, более 30 лет, можно сказать, работаю в этой отрасли. Мне пришлось как-то адаптироваться. Но я изучаю много европейскую кухню, европейских рестораторов. И часто с тобой разговаривая, мы сталкиваемся с тем, что бывает, что ты можешь сделать вкусно, но продажи не могут делать. Да, это здесь так. И такими же проблемами у вас обычно там сами шеф-повара управляют ресторанами, и они решают. А здесь приходится нанимать. Как ты вот на это смотришь? Почему у нас так? Ну, я снова возвращаюсь на это школа. Надо открыть. Школа есть, да, официанты. Ты знаешь, что у нас есть много школ, институтов сервиса понаоткрывали, кафедры 15 штук, но, к сожалению, сейчас надеюсь, что мы сейчас начали разговаривать об этом, люди начнут нас слушать и начнем это делать. Вот, приходя в Таджикистан, мы благодарны, что ты видишь, что наш народ очень гостеприимный. Да, очень хороший народ. Да, может быть, одна причина из того, что ты до сих пор здесь и стоишь из-за нашего гостеприимства. Само ресторанный бизнес, отрасль, вообще ресторан, это считается гостеприимство, да? А у нас, как Задорнов говорил, каждый человек в личности гостеприимный, но если создать с них одну компанию,
они не могут быть гостеприимны. Это, к сожалению, например, в Европе ты можешь встретить людей, каждый из тех людей, которые работают в гостеприимстве, они не могут быть гостеприимными, но создав какое-то предприятие, они становятся крутым сервисом, крутым бизнесом гостеприимства. Да говорим сервиса. Jest тоже до людей, до менталитета, традиции идти в ресторан. Примерно вы здесь, когда уходите в Европу, в ресторан, вы уже чувствуете, что идете в чей-то дом. И в этом ресторане есть своя правила. И этого официанта все уважают. Относятся ему нормально. А здесь, когда кто-то приходит, мой знакомый, это его ресторан, я вот так сижу, я сижу как хочу, меня скидку, орет, меня эту музыку. А поедешь в Европу, ты сидишь в этом ресторане, уважаешь этот ресторан, тебе официант предлагает. Ведешь себя как гость. Вот, как гость. А здесь приходишь, ты как будто твое, как официанты не уважают. Тоже официантов не уважают. Им сложно здесь какой-то сервис, потому что он относится ему, типа, ты официант, знаешь, ты никто. А в Европе, когда поедешь, ты этому официанту относишься по-другому. Вот тоже проблемы менталитета и культуры этих ресторанов и все. Это не только сервис. Расскажи, вот у вас тоже была какие-то проблемы, да? Ты родился, вырос в Сербии, потом начал работать. Я родился в Хорватии. Тогда была Югославия. Да. Потом у нас война начала. А мои родители жили в Босни и Герцеговине. То есть родились в Босни и Герцеговине тогда. Это Югославия. Все было разделено на 7 республика. И когда война была, да, нам было надо убежать из Хорватии. Мы вернулись в Босну и Герцеговину. Когда война была, папа был воевал, потом он стал инвалидом, его ранили. Слава Богу, ходить может, все, живой и здоровый. Мама работала только. А брат слишком много учил, он профессор математики и физики. Кто-то должен был дома готовить. Когда мама на работе, я уже начал это, меня это нравилось, что-то готовил. И вижу, что получается. Потом, когда в школу уже там у нас профессор, который был, учился, он был знаменитый, он даже имя и фамилия, как мой папа назывался. Не родственники, но меня было интересно у его учиться. Потом учился с ним и потом дальше пошло. У меня любовь большая к этой профессии. Почему мы отстаем в плане сервиса? Мне всегда приводят пример, говорят, извините, у нас была гражданская война, у нас была проблема, но это было уже давно. Благо наше руководство это все разрулило, сделало мир, дай бог им здоровья. Но сервис не развивается. А сравнение, если взять, я ездил я был в Хорватии, мы с тобой об этом говорили, я был в Словении, там ушли в космос. Да. Они ушли в другую планету. Они до этого считался югославская кухня, это одна из лучших кухней. Сервис один из лучших. Да, считалась югославская. Это у нас, например, была такая марка, что-то югославское, это с кухней связано, это было очень крутым. Какой бы путь ты предложил бы ребятам, которые пытаются идти по нашим следам? Что они должны сделать, чтобы быть поварами хорошими? Какой путь ты предлагаешь? Нужно начать с первого шага. Все. То, что мы в школе учили, это первый шаг, как стоять в кухне, как одеваться в кухне, оборудование, как пользоваться. Просто там, не знаю, люди многие стоят с ноги на ногу. На одной ноге стоят, потом на второй ноге. У нас это запрещено. Потому что ты уже будешь работать каких-то 40 лет в этой профессии. Тебя страдают бока, страдают все. Туда начинается все. Так и официанты, как ходить. То, что как поставить тарелку, это не так важно. Тарелку, салфетку, это последнее, что учишь. Как общаться с людьми, учишь психологию. Они учат экономику, 2 языка учат. У нас тоже повари. Потом начинаешь продукты. Ты должен знать продукт, какой продукт с чем сочетается. Просто так взять 3 продукта и закинуть, это не пойдет. Или закинуть 15 продуктов, думая, что это вау. У меня у одной блюде каких-то 15 продуктов, и это не получается. Поэтому итальянская кухня самая популярная, у них 3 ингредиента.
I все. I kušaš i čustvuješ sve 3 ingredienta. I все качество на высоком классе. Ты работал в итальянской кухне, да? И я работал почти всегда на море. У меня морепродукты, медитеранская кухня. Да, это Италия, Греция, Хорватия, средиземноморская кухня. Вот. Мы говорили, что вот мы, ребята, если вот у нас будет небольшая заставка, как Демис готовит его еду. Оливар, за ваше здоровье. Попробовать такую кухню, надо летать куда-то в Европу, но вот у нас, благо, здесь рядом. В плане того, что вот ты говоришь, что у нас есть проблема, а какие решения ты думаешь, чтобы у нас вот обслуживание было классно? Кроме школы, чтобы эта профессия была именно на всю жизнь, никакого другого решения нет. Просто у нас официант – это профессия. Есть диплом официанта, который ты учишься 3 года или 4 там. Ну, официант, я знаю, что в Европе это вакантная работа, просто так приехать. Можно ли вот так приехать в Европу и работать официантом? Ну, например, наши люди едут в Дубай или Потому что тебя, если ты поедешь в Европу, ты должен получить разрешение на работу. Разрешение на работу ты получаешь с дипломом. Если у тебя есть диплом, ты получаешь разрешение на работу именно в этой сфере. И у тебя идет пенсия, идет все. И ты получаешь пенсию за эту работу официанта. Какая процедура открывать рестораны в Европе? Легко ли открыть ресторан в Европе? Ну, в принципе, да. Для этого какие-то у тебя должны быть сертификаты или ты просто можешь открыть ресторан? Ну, должен бизнес-план показать, что открываешь, как, где. Ну, там есть, наверное, правила, все, какая нужно тебе. Есть какие-то стандарты в кухне или... Да, стандарты нужны. В кухне есть хасаб стандарты, это нужно все соблюдать. Ну, ты когда открываешь, они проверки приходят. Ну, там интересно, примерно, если приходит санитарная инспекция, они приходят и находят тебя какую-то ошибку. И говорят, смотрите, у вас есть эта ошибка, пожалуйста, у вас есть 7 дней, чтобы вы это исправили. И мы приходим через 7 дней, посмотрим, вы это сделали или нет. Если нет, тогда у вас идет штраф. Просто они уважают тебя, ты платишь налог. Страна живет от этого, у тебя сотрудники есть. И есть это налог, когда примерно налог на добычу, сколько ты в конце года. Все считается в конце года. Здесь люди думают, ресторан, 1 месяц плохо работает, все, я закрываю. Нет, нужно все подождать, целый год. Считайте, у тебя там есть налог, который забирает страна. Но если ты этот налог покажешь, что ты уложил в свой ресторан, покупал новое оборудование, и что 2 новых сотрудника у тебя есть, ты этот налог не должен давать стране. И поэтому там все развивается к лучшему. Примерно фритурница не работает 15 лет. Вышла новая фритурница, которая сама очищает масло, все, экономит. Это идеально. Ну да, она стоит дорого. Ничего, в конце года ты покажешь, что ты покупал именно эту фритурницу за свой ресторан. У тебя идет к лучшему все, а ты эти налоги, поэтому там весь бизнес идет кверху. Я работал в ресторане в Чехии, где парень из Боснии открыл ресторан там. И у него деньги не было, и он говорит, я чуть-чуть там собрал, что-то открыл. Первый год было сложно, но он держал качество постоянно. Уже 4 года работает, он говорит, каждый год 30% у меня на больше заработает. Ну, каждый год. Возможно ли открыть ресторан, не имея опыта в ресторанном бизнесе? Обычно открывают люди, которые уже работали в этом, разбираются в этом. Ну да, есть бизнесмены, которые открывают ресторан просто так, чтобы уложить где-то деньги, открыть. Нету такого человека, который будет стараться в этом ресторане, как он сам. Если он там не приходит, не смотрит, не знаю. А так просто, да, другим людям, а они будут смотреть, да. Ну, я думаю, это не то. А вот традиционные рестораны, которые в Европе, вот ты, который проработал годами, сами владельцы ресторана, эксперты своего дела? Да. Я где работал, вот примерно tu на морю, на границе с Албанией, албанцы держали ресторан. И там есть фотографии, где их дедушка работал в каком-то отеле. Потом он
один malenki učastak pokupali, načel on sa ženom svojom otkril malenki restoran, kak fast food. Следваща года он чуть-чуть деньги накопил, сделал чуть-чуть побольше. Сейчас он сделал ресторан на 3 этажа в каком-то там древнем городе, вообще самый красивый ресторан, в котором я работал когда. И совсем я успел эту бабушку познакомить, которая работала, она нам рассказывала, как все это происходило, как они мучились, когда было тяжело, когда было хорошо. Их дети, они работают в этом ресторане, но они оба врачи. Работают как врачи, ну, всю жизнь в этом ресторане. Они идут, работают свою работу, возвращаются и в ресторан. И их дети, внуки, их, не знаю, 4-5 было тоже работают. Вот само ресторан, если вот взять, мы об этом говорим часто, мы о ресторанах говорим, наш подкаст называется «Хорика». Цель нашего подкаста – это поднять сервис в Таджикистане. Как бы само слово «ресторан», если по латыни тебе уже знакомо, это место, где восстановление сил, да, переводится. Ну, «ресто» – это восстановление. И я бы хотел узнать, вот мы сейчас говорили, совет, ты говоришь, надо сделать какие-то школы. Это говорит о том, что ты прикипел к нашей стране, к нашему городу. Это меня радует. Ты говоришь о проблемах, которые, например, многие могли бы себе не позволить, к сожалению. Мы часто приглашаем людей, но люди боятся что-то сказать, или люди боятся прийти, показаться у нас в ресторане. Вот. Но есть люди, те, которые занимаются блогами, всякими ресторанными блогами, они объясняют, они пытаются обучать, но у них в жизни нет никаких вот практики, что они не работали, у них нет никаких кейсов, но они знают хорошо говорить. Также мы с собой много говорим о фудблогерах. Как ты оцениваешь вот их работу? Можно ли работать, быть крутым шеф-поваром и быть фудблогером? Ты бы не поменял бы свою работу? Вообще против этого, потому что думаю, что это именно, эти блогеры, инстаграм и актеры, это уничтожает профессию мою, именно мою. Потому что там любой человек может прийти, что-то приготовить и говорить, вау, это вкусно. И там, если он знаменитый, люди будут смотреть и говорить, да, он молодец, он это приготовил. Не знаю, многие там, то, что я смотрел, Россия. Я очень мало это смотрю, но просто есть повары, которые, не знаю, уважаются в мире. Их нету на Инстаграме, их нету нигде на телевизии, нигде. Они просто занимаются своим творчеством. У нас есть в Сербии люди, которые повары приходят и говорят, идут в школу. Говорят, вот я такой повар, не знаю, в Швейцарии сами учили, где-то там был. Evo знают, он ассоциацию повара Сербии. Он приходит в школу и каких-то 2 недели проводит там, обучает детей. А не просто, чтобы, ну да, некоторые заработают огромные деньги на это, я ничего не говорю, молодцы все. Часто профессионалы думают, что наша работа – это блогерство. Я говорю, нет, ребята, вот приходите, наша работа – говорить о проблемах, решать проблемы. Как правильно создавать калькуляцию? Вот, например, как правильно создавать для новых рестораторов? Есть у тебя какие-то лайфхаки или помощь? Да. Есть правило то, что продукты, которые ты пользуешь, примерно, если один продукт, ингредиенты, пользуешь только в одной блюде, ну, он будет тебя пропадать, наверное, потому что ты его должен использовать хотя бы в 3 блюда, чтобы он проходил, чтобы он не стоял долго. И не знаю, если утка есть, если только в одной блюде пользуешь, кто знает, тебя закажут сегодня 15 утки или сколько. Ты должен как-нибудь это использовать, еще какой-то салат или закуску добавить, чтобы это проходило. Это есть момент. Когда цену смотрите, нужно смотреть, есть сезон, когда примерно, овощи или что-то, сезон, когда оно дешевле. Если ты делаешь калькуляцию, когда сезон, оно дешевле, а придет зима, и оно подорожает на, не знаю, на 7-8 раз. И ты потом зимой работаешь в минусу примерно. Это нужно все рассчитывать, когда смотрим. Примерно, я говорю, черри помидоры. Сейчас он стоит 7 сомони примерно. Вот когда приходит зима, он стоит 55. И ты сделаешь блюдо, где там черри помидоры идут
ne znam, može biti ide 100 grama, 200 ili djeluješ vjaljeni pomidore, gdje tam uopće uhodit na kilogram получаешь каких-то 150 gram, ti уже, когда зимой это продаешь, ты уже в минусу. И потом думаешь, а как это? А цену менять это не факт. Если ты один раз я приехал, поел у вас салат, который стоял 45 сомон, и зимой ты приходишь, он стоит 75. Это уже не идет. Нужно цену, когда поставишь один раз, все. Хорошо, если уже прошло 2 года, поменялись цены, да, можно повысить цену. А так просто давай поставим низкую цену, а потом, когда гости придут, мы тогда повысим цену. Это тоже, думаю, неправильно. Это не приносит ничего. Что главное в ресторанном бизнесе Душанбе? Вот твои наблюдения. Большая порция, низкая цена. Это просто, где большие порции, цены маленькие, тут полно всегда. Тут не смотреть ни на сервис, ни на чего. Я так, то, что и атмосфера. Был у ресторанima, который сервис, не знаю, ужасный, и не чисто, грязно. Все равно работают, и работают полно народа. Ну, может, что-нибудь свое, родное, там, может, то, что ты не увидел, там, то, что там видят вот эти гости, которые есть. Опять-таки, есть у тебя какие-то пожелания к нам или какие-то свои мысли, ты можешь вот сказать открыто? Но я говорил всегда, что таджики и серби – это почти один народ. Ну, по гостопримству, по доброте, добрые люди. Ну, Европа – это чуть-чуть холодная, но Балкан – это Европа с душой, как и Таджикистан. Примерно я всегда говорил, если бы кто-то пришел к моим родителям и сказал, я голодный, нету что одеть, мои родители бы дали, может быть, мою одежду, что осталось, накормили бы. Так и я здесь. Если бы я постучал на двери кому-то, сказал, я голодный, меня бы накормили. Так и сотрудники. Может быть, они не так профессиональны, но 3 часа ночью ему скажи, ты нужен меня. Он будет приходить, не будет сказать, а что, а почему, а где. Просто скажи, хорошо, вот иду. Вот. Это меня здесь нравится, что люди, да, хорошие, действительно очень хорошие. И поэтому, наверное, я здесь уже так долго. И... Демис, вот ты пробовал нашу кухню, национальную кухню, таджикскую кухню. Какие ты пробовал, какие из них тебе понравились? И можешь ли оценить там 3 любимых свои эти еды наши национальные? 3 любимые могу. Это первое курутоп, вторая, могу сказать так, шурбо или со хвостом или что-то. Любой шурбо вообще, шурбо. Дом шурбо. Все хорошо делают, это правильно делается. Наваристы. Только я бы, если бы я делал шурбо, я бы картошку отдельно варил. Потому что картошка, она забирает вкус себя. А она такая без вкуса по меня картошка. Вот. Тогда бы был более насыщенный шурбо. Ну, плов тоже люблю. Ну, самса. Самса 3. И самсу бы тоже разнообразно делал, не только мясо и... А вот у тебя предпочтение какой кухни? Вот ты какую кухню любишь вот, сам? Ну, конечно, сви ми тянемо своей кухни. Сербскую? Да, балканская кухня там. У нас у сербской кухни есть австро-венгерская кухня, есть турецкая и греческая. Потому что Османская империя там была 600 лет на территории Балкана, вот туда забирали. Плюс Австро-Венгрия, это нам рядом. Ну, одна часть Сербии была австро-венгерская. Как ты вот приехал? Как ты приехал в Таджикистан? Вот мне интересно. Вот. Ну, я работал в Казахстане у ресторану. Ну, там знаменитый ресторан, тоже рыбный ресторан. Ну, начало этого ресторана раньше был Порто Малтезе, это франшиза из Сербии. Они открыли в Казахстане, а потом это продолжалось. Других покупали все, ну, работали всегда Сербии. Официанты работали в Сербии, повари. Потом остались только повари. И хозяины, вот это, владельцы этого ресторана Амани Дорадо, они приходили там как гости. Им понравилось. Пригласили меня на разговор, типа они открывают ресторан здесь. Чтобы я поехал, я подумал, давай 3 месяца приду, открою, просто сделаю меню, и я снова вернусь в Казахстан. Ну, корона начала, остался.
И здесь понравилось, да, здесь хорошие люди. Я вообще, на самом деле, я не знаю, кто владелец Дорадо Аман, но они сделали большой вклад. Я считаю, что они от чувства патриотизма, от чувства поддержки нашего сервиса привлекли эксперта твоего класса. Им отдельное спасибо за это. У нас есть кое-какая традиция, мы всегда гостей приглашаем, говорим, что вот могут для наших зрителей дать наши гости, да, чтобы было полезно, чтобы люди поделились, чтобы была активность в нашем YouTube-канале. Что бы мог бы дать ты для наших гостей, которые дадут какой-либо конструктивный вопрос или какой-нибудь конструктивный комментарий? И какой конструктивный комментарий ты хочешь прочесть, увидеть у нас? Могу угостить в ресторан, то, чтобы попробовали то, что я готовлю. Наверное, то, что мы готовим. Что-нибудь фирменное от Дениса Пешевича. А за какой комментарий, что они должны сделать конструктивно, чтобы оно приводило пользу не только мне, тебе или в обществе, да? Ну, пусть напишут, что такое хороший повар. Спасибо, что ты пришел, дал свое драгоценное время, ты выделил для нас. Притом мы знаем с тобой, что наша работа – это быть контактным, быть на месте, всегда там быть начеку. Благодарю за это. Добро пожаловать в Таджикистан. Спасибо за хорошие отзывы о нашем народе. Мы это знаем, мы это ценим, мы будем стараться быть гостеприимными. Добро пожаловать еще раз.